Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку, в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто хочет быть с вами рядом? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим, кто этот человек. И, возможно, вы его знаете. Настраивайтесь. И я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками раскрыть то, что сейчас не скрыто. Так, мои хорошие, вы все разные. Отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, про это не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, как классно здесь вас показали. Вас показали невероятной, фантастической женщиной. Хотя вы очень скромны и в это не верите. У вас просто потрясающая энергетика. Вот с кем бы вы ни общались, вы остаетесь в памяти людей. Не только в памяти, но и в сердцах людей. Вижу, что от вас прям веет каким-то добром, какой-то особой нежностью, особым пониманием. И за спиной у вас прям звезда горит. Звезда, вы очень талантливый человек. Помимо всего прочего, вы очень талантливый человек. И цену себе вы вот реально не знаете. По звезде. Вы знаете, как яркой звездой проходите через жизни людей. И очень повезет тому, кто будет с вами рядом. Здесь две двойки. Ну, вы как хотите, два мужчины. Две двойки, справа двойка и слева двойка. Но двойки — это пары, это союзы. И, возможно, кстати, как вариант, да, пришли на мою цыпочку девушки, которые в паре, в браке. Если вы в паре, если вы в браке, то именно ваш избранник хочет быть с вами рядом, причем не только сейчас, но и всю жизнь до конца. Да, вот всю жизнь пройти с вами рука об руку. Вот. Не сомневайтесь в любви своего партнера, каким бы он ни был, но он вас очень любит, очень ценит, и вы его женщина и точка. Это для тех, кто в паре, в браке. Но если вы не в паре и не в браке, то есть человек, который периодически с вами общается. Может быть, вы вместе работаете, может быть, в одной компании с ним находитесь. Человек просто вот тянется, он тянется к вам, он старается побольше вас видеть, попадаться вам на глаза, что-то для вас делать. Человеку очень сильно хочется назвать вас своей, очень сильно хочется получить от вас право быть с вами рядом. Возможно, вы не воспринимаете этого мужчину как мужчину, да, либо как партнера будущего. Может быть, это для вас друг, либо просто знакомое лицо. Но ему очень хочется. И я вам больше скажу, с правой стороны, скорее всего, человек найдет в себе силы, смелость и вам признается в своих чувствах, признается в своих эмоциях. Но это будет немножечко попозже. И вообще здесь информация идет о том, что человек какой-то случай, случай ждет. Повод, шанс, случай. Может быть, у вас будет день рождения, может быть, у него будет день рождения, может быть, какая-то вечеринка у вас там намечается. Вот он как будто бы уже готовится, наметил себе какое-то число, какую-то дату, и именно в этот день он будет вам признаваться. Именно в этот день он перед вами откроет свои чувства, откроет свои намерения в вашу сторону. Так, что касается второй двойки. Человек эту двойку, видите, он в обратном положении к двойке стоит. Скорее всего, этому человеку вы шанс давали. Возможно, даже вы с этим человеком какой-то, даже отрезок своей жизни вместе прошли. Но человек тут либо взбрыкнул, либо по глупости, либо по дурости
либо из-за страхов, так тоже может отыграться, он, ну, как он ушел, да, либо он сделал все для того, чтобы вы его оставили. Человек, который, возможно, не до конца вас смог в свое время рассмотреть, либо, может быть, как-то поверхностно к вам относился. И только лишь когда вас потерял, вот тогда и понеслась. Да? Не сразу, не в один день, а вот со временем. Чем дольше вы не виделись, чем дольше вы не общались, тем больше у него разжигалась любовь к вам в сердце. Человек понимает, что нет пути обратно, человек понимает, что сам виноват в своих проблемах. Но, знаете, как надежда жить не запретишь. Надежда, хоть и маленькая, но теплится в его сердце. А еще, девочки, отыграется, что, возможно, мужчина в свое время сделал выбор не в пользу вас, а, например, в пользу другой женщины. Вот поверьте, он уже за это поплатился, причем поплатился очень дорого. Очень дорого. Там буквально, вот в этом случае буквально с первых дней он начал понимать, что очень сильно лоханулся, да? Что очень сильно ошибся. Как бы там ни было, я вижу рядом с ним какого-то человека, женщину, да, но он все-таки смотрит на вас, он не смотрит на нее, он смотрит на вас и смотрит с печалью в двойку. Двойка, которая уже была и которую он не смог сохранить. Либо сам ее разрушил. И так может отыграться. Это как воспоминаниями, да, человек живет воспоминаниями и, возможно, какими-то мечтами о том, что вдруг такое чудо произойдет, а вдруг у меня будет возможность, и я смогу с ней опять быть рядом, смогу к ней вернуться. Такие мысли, да. Романтик-мечтатель. Сам себя обманул. Кстати, возможно, этот человек действительно что-то вам такое сделал, чего нельзя простить. Опять же, предательство, да. А может быть, еще и обманул как-то вас. Вот нельзя простить. Но все равно надежда у него, хоть и хрупкая, хоть и крошечная, но она есть. И вообще он думает о каком-то времени. Знаете, из серии «Время лечь», да, либо со временем она, может быть, забудет, да, амнезия нападет, и она все забудет. И тогда я появлюсь, и все у нас сложится. Это, конечно, маловероятно. Что бы он тут вам не говорил, не рассказывал, я не вижу, чтобы вы его простили, либо простили до конца. Все равно вы будете это все помнить, все равно это будет вам причинять боль. Да? То есть будете посмотреть на него с подозрением. Вдруг опять он точно так же поступит. Тем более я вижу, что человек не сильно поменялся. Вот характер не сильно поменялся, не сильно поменялись привычки. Грубо говоря, каким был, таким остался. Вот единственное, что чувства к вам проснулись. Чувства проснулись, и до сих пор они еще просыпаются. То есть они все сильнее и сильнее становятся. Сам себя наказал, да, сам себя разрушил. И так иногда бывает. Так, еще, девушки, женщины, мои хорошие. Несмотря на то, что у нас заявлена тема «Кто хочет быть с вами рядом», здесь показывают ваше будущее. Прям по центру показывают мужчину, который сидит на каком-то невероятном, не знаю, троне. Трон, какое-то супер кресло, я не знаю, что это. А мужчина, у него КВВ под ногами, он смотрит влево, и этому мужчине люди приходят как на поклон. Очень такой, знаете, крутой, авторитетный человек. У вас дорога идет именно к этому человеку. Это событие неизбежное, которое вас ждет совсем в ближайшем будущем. И вас хотят предупредить по поводу этого события. Вы все разные, абсолютно разные. Разных возрастов, разных целей, намерений. Здесь говорят, что этот мужчина вам как-то невероятно поможет, либо что-то для вас такое прям грандиозное, невероятное сделает. Здесь в прямом смысле слова может отыграться помощь, поддержка. И также может отыграться любовь с этим человеком. Но явно у вас разные социальные ступеньки. И этот мужчина, он какой-то прям вообще крутой. Да, на троне сидит. Не бойтесь того, что вы разные. Да, не бойтесь сильных мира сего, грубо говоря. А может быть, он и не такой уж прям сильный мира сего, не президент, не премьер-министр, но тем не менее крутой. Не бойтесь этой разницы и знайте, что все равно делятся на мужчин и женщин. И перед Богом все равны.
Вот. Не надо этого стесняться, не надо там искать каких-то подвохов. Поэтому, если любовь вспыхнет, ну, дороги вам открыты. Дороги в прямом смысле слова открыты. Вот. А если помощь, то этот человек вас точно не обидит. И благодаря этому человеку ваша жизнь действительно будет меняться и меняться в лучшую сторону. Так, еще здесь показывают женщину. Женщина не молода, она старше, чем вы. Женщина, которая, ну, она всегда по вам скучает. Давайте так, вот сколько бы вы с ней времени проводили, она все равно по вам скучает. И она очень сильно за вас переживает. Боится и переживает. Но вообще приходит на ум мама. Хотя, возможно, и бабушка. Либо женщина, подруга, допустим, да, которая старше вас по возрасту. Вы очень милы, очень приятны. Она вас по-настоящему любит. Любит, ну, как родного человека, если это подруга. Ну, а если мама, бабушка, ну, прям вы у нее любимица, так можно сказать. И еще показывает образ человека, которому вы интересны и нужны, ну, скорее как в профессиональной какой-то сфере. Человек возлагает на вас какие-то невероятные надежды. И человек хочет, чтобы вы были с ним рядом, либо работали на него, либо вместе какие-то дела вели. Ну, прям готов молиться на вас, не знаю, если так можно сказать. Вот идет такая информация. Возможно, этот человек совсем скоро вам будет что-то предлагать. Предлагает, например, работу, сотрудничество. Может быть, даже будет просить вас оказать какие-то услуги. Но человек такой, знаете, он скрытный, закрытый, и ему очень сложно изъясняться. Либо изъясняется он как-то витиевато, и с первого раза не поймешь. Почему-то показывает, что у этого человека какой-то то ли характер, то ли репутация, то ли, может быть, отталкивающая внешность. И здесь вас просят не судить по внешним признакам, не судить по досужим слухам, разговорам, дать человеку шанс, ну, например, да, согласиться посотрудничать, согласиться поработать, и вы не пожалеете. Ну, вот в прямом смысле слова не пожалеете. Вы очень хорошими станете друзьями. И тут уже, знаете, как и он вам будет нужен, да, и вы ему будете нужна. Что-то есть, что вас соединяет, либо какая-то схожесть между вами есть. Ну, такую информацию нам сегодня прислали. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.